И поэтому еще раз говорю, нам надо дать навсегда урок всем этим мародерам, тем, кто их покрывал, рейдерам, коррупционерам, чтобы неповадно было, потому что многие поднимались из-за того, что жить было тяжело. А и в 2005 году, и в 2010 году мы видим, что история повторяется в том плане, что кто-то из этого фактически делал деньги. Ну, так я скажу. И поверьте мне, я не удивлюсь, что если завтра эти показания посыпятся как поток, потому что все думали, что Атамбаев в доле. Атамбаев никогда не воровал. Он заработал. Когда Атамбаев стал уже миллионером, многие сегодняшние миллионеры только бизнес начинали. Саламбеков только начинал. Бабанов учился в сельхозакадемии в Москве, а я уже был здесь долларовый мультимиллионер. Я хочу об этом еще раз напомнить. Может быть, я чересчур эмоционально, но надо уже работать, прекращать все эти революции, потому что мы видим, что просто гибнут простые граждане. И хочу сказать, что страна другая, другие силовые структуры, другая власть, другой президент, которому доверяет народ, и больше бардака в стране не потерпит. Все вот такие попытки силового давления, они будут жестко пресекаться. Кто хочет власти, пожалуйста, 19 ноября выборы нового президента Кыргызстана. Пожалуйста.